чем его уникальность в том, что оно абсолютно современно. То есть и следовательно мы спектакли тоже можем делать современными. И я сейчас Олдхолл читаю лично сама полностью, потому что каждую строчку с карандашом в руке, потому что мне это важно. Часто слышу упреки в свой адрес, что вот не настоящий костюм. А что такое настоящий костюм? Есть костюм 19 века, есть костюм 18 века. И мы имеем право говорить о определенном Олдхолл так, как мы это считаем нужным. А зрителю это можно принять или не принять. Меня зовут Оксана Федотова. Я работаю художником по костюмам в Сахаро-академическом театре имени Платона Римского уже давно, где-то с 1994 года. А в театр Олдхолл меня пригласили лет 8-9 назад. Вот. И что я могу сказать? Я сама закончила Санкт-Петербургскую театральную академию по специальности театральный костюм. Вот. Поэтому, в принципе, приехала я сюда в Якутск и пошла работать скажем, в театр академический по приглашению Андрея Савича Борисова, хотя я вначале мечтала попасть работать в театр оперы. Вот так получилось. Вот. Не скрою, что в Сахатеатре у меня работал мой отец Симон Федотов, он был актером Сахатеатра. И большой такой вояж, скажем, по истории якутского костюма, это небольшие зарисовки французского художника, иллюстратора, который ездил в этнографическую экспедицию. Вот эти рисунки у нас появились не так давно, и, скажем, это первое, да, что мы сейчас... Чем его уникальность в том, что оно абсолютно современный образ. То есть и следовательно мы спектакли тоже можем делать современными. Сразу же могу сказать, в иллюстративном, да, у нас материале. И я сейчас Олдхолл читаю лично сама полностью, потому что каждую строчку с карандашом в руке, потому что мне это важно. Художником по костюмам часто слышу упреки, что не настоящий костюм. А что такое настоящий костюм? Есть костюм 19 века, есть костюм 18 века. И мы имеем право говорить о определенном Олдхолл. Обратите внимание, там и верхний отдельный рисуночек, а зрителю это можно принять или не принять. Ну как его называют, он у нас высказывался в музее, вот, и все-таки мы там видим влияние, ну я считаю, это влияние итальянского костюма. Вот. Также вот идут иллюстрации Носова, вот выставка с музея, где был представлен на праздник с правой стороны изображен. Вот. И я могу как художник по костюму рассказать такую очень такую милую историю про то, как в спектакле у Удара я для женского костюма делала этот наказник, вот. Но, скажем так, посоветовавшись с родственниками, решили, что это все-таки нижнее белье, да, девушки, и, скажем так, мне запретили его использовать и показывать на сцене, но я все-таки это сделала для того, чтобы актриса чувствовала, да, что вот на ней эта деталь одежды, чтобы эти вот колокольчики звенели. Вот это для меня все равно осталось важным. Но я все-таки считаю, что ну, как бы открыто это демонстрировать, даже, может быть, ну, обряд одевания невесты у нас показывают, но я думаю, это все-таки должно делаться как-то очень так, скажем, нежно, вот, скрытно, не так открыто. Вот. Но вот в спектакле я это все-таки сделала и считаю, что это внутри это, ну, когда на актрисе это надето, это идет еще плюс дополнительный, да, как какой-то, ну, это черта. Вот так. Так, это вот у нас опять же исторические. Вот. Это костюм 17 века, 18 веков, и так постепенно мы движемся по развитию этого костюма. Шились они
И есть в источниках, что находили в этих захоронениях шелк, натуральный шелк. Я думаю, что он пришел к нам из Китая, из Индии. Вот. Так, это вот опять же работа Носова, вот, и этнографов французов. Вот, и мы потихонечку переходим к 19 веку. И я 19 век для якутского костюма называю серебряным веком. Ну, скажем, такой некой высшей точкой рассвета в якутском костюме, где у нас появляется обилие серебра, очень хорошо и красиво выполненного, отделки, вот, вышивки на шубах, муктапсов. Вот, так, головные уборы. Вот это уже все 19 век. Это очень абакат. Чуть-чуть с вышивкой. Вот этим всем я, ну то есть для художника по костюму это все важно очень знать. Поэтому особенно я люблю ездить и посещать музеи в маленьких, на слегах, в поселках, в центрах улусных, потому что только там мы можем найти очень интересные исторические экземпляры. Вот, и далее это все дальше можем использовать в спектаклях. Вот, обувь наша, причем в театре Ланхот, да и в Сахат-театре мы эту обувь используем постоянно. Это дает особую пластику движения актеру. Актер движется очень пластично, мягко, бесшумно. Я считаю, это просто идеальная обувь, ну вот особенно для сценического костюма. Вот это вот есть такие милые детали, как пояс, там нагрудник. Вот причем я эти нагрудники делала для якутских шуб наших, для театра Оланхо. И у меня есть такое желание, предложение, что такие вот нагрудники можно делать, ну, заменять вполне можно зимние наши шарфы, вот, вышивать. Есть вот, ну, наши нагрудники в театре Оланхо я делала с вышивкой, но я думаю, там уже зависит от желания, да, мастерицы самой делать на подкладке из андатрова, шкурки, да, из норки, из белок, из горностая. Я думаю, это очень тепло и, ну, и хранит наше горло. Я думаю, это надо дело тоже популяризировать. Вот так. Ну, это наше серебро. Вот. И вот литература очень важная, которая нужна каждому художнику или модельеру, дизайнеру, который занимается вообще дизайном костюма. Особенно хочу вот отметить там с правой стороны, вот новая книга, она вышла буквально в этом году, «Архаика и украшения якутов 14-18 веков». Там очень-очень информативная книга. Вот. Так, и вот, значит, один из первых спектаклей, которые я делала в театре Оланхо, на самом деле это совместный был проект театра Оланхо и Сахат-театра. Это спектакль «Эль-Ляй Боту», постановка режиссера был Андрей Савич Борисов, художник-постановщик Михаил Егоров, и я делала костюмы. Здесь вот я это специально выложила, эту первую фотографию, чтобы показать, вот в этом спектакле я шла очень, ну, по такому пути, что у меня костюмы должны быть этнографичны максимально. А вот поэтому вот они и силуэты, и цветовая гамма, она была очень такая естественная цветов. Эта премьера была очень-очень давно. Я вот, честно говоря, года не помню, поэтому, ну, не стала ставить. Вот. И здесь играли актеры Сахат-театра, исполняли. А вот Омойбай вот Иннокентий Докояров, его супруга Алена Корнилова. И наши актеры театра Оланхо только когда закончили свой институт и только начинали вот работать. Поэтому основная масса героев исполнялась актерами Сахат-театра. Вот. Следующий спектакль, это был спектакль Степаниды Борисовой «Улмандактор» или «Удаганки». Вот. Здесь тоже художником-постановщиком был Михаил Егоров, а я делала костюмы. Этот спектакль номинировался на «Золотую маску».
Первые исполнительницы здесь, которых я очень люблю, это вот Галина Тихонова, которая сейчас, увы, к сожалению, не с нами, и Миргуяна Маркова. Вот этот спектакль один из моих любимых и, наверное, один из первых спектаклей, который дал такую линию, да, основную концепцию какую-то начали уже вырабатывать по самому театру Алан-Хо. Что такое театр Алан-Хо? Как мы знаем, вот Алан-Хо это как исполнитель, да, сидит Алан Хасуд и рассказывает Алан-Хо, которое он сочиняет и фантазирует уже в силу своих этих способностей, таланта, исполнения. Мы еще знаем, что Алан-Хасуды исполняют Алан-Хо. Бывают специалисты, которые больше описывают природу. Есть специалисты, которые в основном описывают битвы. Есть специалисты, которые в основном описывают эротическую сторону жизни нашей, что тоже, скажем так, интересно достаточно. И у Даганки это один из первых спектаклей, где Степанида Ильинична отказалась от национальных костюмов, от этнографических костюмов и хотела, чтобы они были очень легкими, свободными для актеров, чтобы не мешали им исполнять. И она до сих пор ее такой основной принцип, что в театре Алан-Хо в спектакле главное это актер и его голос, исполнение Аюка. И в этом случае нужно, и задача эта вся была, скажем так, постарались это выполнить. Мы с этим спектаклем ездили в Японию, показывали его в Токио. Очень красивый спектакль был. И практически говорят, что спектакли бывают очень дорогие, но, честно признаться, этот спектакль можно сложить в один большой чемодан и поехать. То есть он стоит не так много денег. Самая дорогая здесь ткань, это был шелк натуральный, белый. Из него мы шили белый квадрат, который нес в себе очень-очень много смыслов. И следующий спектакль, это тоже Степанида Ильинична ставила «Муки любви Таппат-Халыда». Здесь мы использовали такие яркие цветовые пятна, такие некие квадратики. Я, к сожалению, фотографии с декорацией не нашла, где эти квадраты были собраны в такие пиксели. И использовались из таких, использовали такие детали чисто этнографические. Это алахлапос, это стулья из тростника, из тростника. Потом в обряд свадьбы там одевалась настоящая шуба якутская, этнографическая, такая исполненная буктахсон, где девушку, главную героиню, выдают замуж. И, значит, благодаря шедеврам, которые к нам приезжали несколько раз, у нас получился очень интересный совместный проект с китайским театром Кюнсю. И, значит, мы сделали так. Мы поставили у себя в театре Алан-Хо пионовую беседку, а театр Кюнсю, в свою очередь, поставил Алан-Хо у Ярамако. Они этот спектакль привозили в Якутск и показывали в театре опербалета, а мы возили этот спектакль и показывали в Пекине. То есть здесь уже в костюмах, естественно, нужно было все-таки отразить, да, скажем, эту скажем так, китайскую тему. Поэтому я холодая здесь, якутские холодая платье, сделала такую нежную цветовую гамму. И получились такие стилизованные несколько костюмы, потому что этнографические, таких сочетаний, конечно, у нас не совсем нет. Хотя в музее Ярославского, куда я попала в запасники еще давно, я удивилась, когда увидела комплекты якутской одежды 19 века, женские, где был холодай и жилет, они были сшиты из тусы, из шелка, да, переливающегося.
И они были совершенно для меня неожиданных цветов. Они были розовые, фиолетовые и ярко-зеленые. Вот. Для меня это был такой некий эстетический шок, потому что мы все привыкли уже к таким, очень, ну скажем, к таким естественным цветам. Вот. Но вот, оказывается, вот в конце XIX века очень любили носить такие неожиданные для нас цвета. Так, это был еще один спектакль «Юскюн», режиссер Роман Марафеев. Он был посвящен 3 нашим великим, скажем, деятелям, да? Вот, Кулаковский, Алюнский и Алампа. Вот, и мы сделали такой не очень, ну, он был не очень большой спектакль, вот, и в смысле текста он был очень-очень интересен и очень философский. Следующий спектакль – это «Сон шамана» режиссера Андрей Исаевич Борисов. Это по произведению Алексея Кулаковского. Вот. «Сон шамана» мы ставили уже в 3-й раз. Первый был сделан в Сахати-театре, там Андрей Исаевич ставил Геннадия Петровича. Второй спектакль ставил Руслан Хараховский тоже в Сахати-театре. А вот я там делала костюмы, и там спектакль был в основном совместно с рок-ансамблем «Челбон», вот, уроженцами Верхнеуральского улуса, которых мы видели, кто был на цехе Лампо, у них были там концерты замечательные. Вот. И 3-й спектакль вот уже делал театр «Олан». Вот, тоже очень интересный был спектакль, вот такой как бы, ну такой как политический памфлет, да, скажем, я бы его назвала. И сейчас уже, к сожалению, мы уже можем понять, что это очень актуально в связи с современными нашими событиями. Здесь я в костюмах использовала в основном пальто якутские, которые у нас сейчас, скажем, ну, уже входят, да, наконец-то возвращаются в моду, назовем это так. Это городское, летнее якутское пальто у женщин. Вот, и я вот для актрис всех делала вот такие пальто. Они надевали шляпы из конского волоса и делали длинные шарфы, с помощью которых они уже могли, там, накидывали на голову, завязывали в виде пояса. Вот. И это премьера 22 года. Мы делали эту премьеру в феврале, кажется, месяце. Вот. У Удара. Вот эти костюмы я выставила здесь. Вот. Здесь режиссер Мария Маркеловна Маркова, художественный руководитель Андрей Исаевич Борисов, художник-постановщик Михаил Егоров, я делала костюмы. Здесь я уже попыталась поработать над костюмом раннего времени, да, 17 века, и использовала такую интересную технологию. В общем-то, это обычная, вот внизу, это основа кабардин, самый недорогой, самая бюджетная ткань. На нее нашивались на фабрике Керек. Я отдавала заказ замшевые полоски. Я их рассчитывала на каждый костюм, просто расход материала на каждый персонажа. Они мне это все настрачивали, и потом уже закройщики занимались кроем этого изделия. Вот, и дальше вот так украшали. По силуэту это костюм 17-18 века. И шубу я решила заменить, сделать вот, убрать натуральный мех, на спине у этой шубы хопай, да? Ну, есть же такая шуба, которая называется хопайдаксу. Она на самом деле ритуальная шуба и надевалась, например, на небесную вполне. Вот, и поэтому у нее вот на спине там еще сделано такого таёк. Вот. Очень люблю это без обувь нашу делать с вышивкой. Ну, мне показалось, что здесь она очень уместна. Вот. Я, честно говоря, довольно осторожно отношусь сейчас к современным реконструкциям этих ранних костюмов, где используют очень яркие такие голубые коронки, белые и черные. Вот. Мне кажется, они все-таки дают очень такую северность. Да? Все-таки это, это мое такое личное мнение, что это все-таки симбиоз, да? Синтез. И когда в костюм очень много зависел от костюма северных народов.
Вот. И вот эти именно яркие сочетания все-таки вот они оттуда. Вот. Поэтому я здесь убрала вообще черный порядок, черный цвет, а оставила только белый и голубой взяла такой очень приглушенный, более снежный. Вот. Потом далее там костюм главного героя Ударна. Вот здесь мы использовали технологию 3D. Бутафор нашего театра Петр Появкин, который работал над фильмом «Дедердерхас», вот, он сделал мне этот доспех, он каждую деталь вырастил на 3D аппарате. То есть вот эта каждая деталь была выращена, вот, и потом собрана вот на кожаных тарелочках. Шлем тоже выращен на 3D аппарате, поэтому это мы можем сказать, что мы вот впервые среди всех, наверное, театров эту новую технологию ввели. Вот, они легкие, они удобные для актеров, потому что, ну, все-таки я считаю, ну, это же опять же мое личное мнение, как художника по костюмам, что в театре костюм не должен мешать актеру играть. Он должен ему только помогать. То есть я не очень люблю очень громоздкие костюмы делать, тяжелые, в которых они абсолютно становятся неповоротливыми. Вот, мне кажется, ну, это должно быть очень легким и очень профессиональным. Вот в этом случае мы эту задачу выполнили, и актер в этом доспехе двигается легко и свободно. Вот, опять же, вот на брюке, на главном герое, здесь я попыталась такой сделать имитацию сутуро, да? Ну, то есть это высокие обувь, которая привязывалась к поясу, а здесь я сделала как такими ключиками. Вот, и вот у нас эта интересная очень конструкция была создана Михаилом Егоровым, сценографией, и вот этой конструкции очень много работали актеры. Вот, получилось вполне интересно. Вот мы это, на самом деле, мы этот спектакль презентовали еще в Алёпинске на ЦФРУ, но потом, а так как там так, ну, знаете, вот как художник по костюму, я скажу, есть очень большая разница между, когда мы ставим спектакли на открытой площадке, мы это называем как бы площадными действиями. Вот, и эти костюмы, скажем, могли и не очень хорошо выстрелить на большой площадке, на Тюберге, вот, но лучше выстрелили, например, на театральной сцене. Поэтому очень, ну, так надо очень тщательно относиться, когда создаешь костюмы на какую-либо определенную площадку. Я вчера вернулась с Верхневилюйска, там я делала костюмы к открытию, вот, из Эхоланхо. Там у меня уже костюмы, они такие более крупные, более яркие. Вот. Это вот тоже своего рода закон, да? Так, и премьера наша последняя, которая была буквально позавчера. Она была 20 июня 2022 года в селе Верхневилюйск, вот, в новом доме Малахова. Вот, тоже он считает, ну, как я думаю, что это будет такой, ну, очень хороший спектакль получился, очень живой. Вот, кто видел, наверное, ну, так, скажем, наверное, можете, да, поделиться своими впечатлениями. Вот, и я просто могу признаться в огромной любви к своим актерам, к актерам театра ОМХО, потому что они сейчас уже выросли до такого потрясающего уровня, они все молодые, от них идет такая потрясающая энергия, энергетика, причем они очень стали хорошо исполнять дают, потому что, ну скажем так, признаюсь, что они приходили в театр, некоторые актеры, которые вообще практически петь не умели, с ними занималась и сама Степанида Ильинична, сейчас с ними занимается наш уважаемый Алла Хасун. Вот. И результат мы видели вот позавчера. Вот. Наша звездочка новая, вот Настя Алексеева,
тоже вот потрясающий такой просто персонаж. Это актриса, у которой будет огромное будущее. Вот здесь, ну, скажем так, Андрей Исаевич потом, после программы, мне сказал, в принципе, слушай, у тебя получились костюмы, они как-то, почему-то они мне напоминают индийский эпос. То есть, ну, это, ну, скажем, это было для меня все-таки комплимент. Потому что мы каждый раз, и когда читаем Аунхо, который собираемся ставить, да, вот театр Аунхо, это же такой очень, ну, к нему еще до сих пор нету такого четкого и ясного определения, что это такое. Вот есть академический театр, да, у которой своя школа, причем это русская академическая школа. Вот. А что такое театр Аунхо? Потому что в принципе своем Аунхасу, он же один. Вот он сидит и рассказывает. Да? Вот. И зрители, которые его слушают, они рождают в своих, да, ну, как бы мыслях и в своих фантазиях, дорисовывают то, что рассказывает Аунхасу. Театр Аунхо — это немного другое. Здесь мы, конечно, все-таки зрителю рассказываем так, как мы видим это Аунхо, что мы видим, как мы видим этих персонажей. Вот. И я думаю, что мы как художники-постановщики, и режиссер, и сценограф, и художник по костюмам, и актеры в том числе, они все-таки мы имеем право говорить об определенном Аунхо так, как мы это считаем нужным. Вот. А зрителю это можно принять или не принять, как и, впрочем, и любой спектакль, ну, любого театра. Поэтому просим снисхождения, что мы не совсем вкладываемся в какие-то вот очень такие жесткие рамки, потому что я очень часто слышу упреки в свой адрес, что вот не настоящий костюм. А что такое настоящий костюм? Есть костюм 19 века, есть костюм 18 века, имею в виду якутский костюм. Есть у Лударова, например, в его тексте, да, у Лударова есть Аунхасу рассказывает о танке, ну, то есть, ну, о некой металлической машине. Ну, то есть, ну, танк мы не стали вытаскивать на сцену. Ну, то есть, все-таки Аунхо, чем его уникальность в том, что оно абсолютно современно. То есть, и следовательно, мы спектакли тоже можем делать современными. То, что будет понятно с молодым зрителям. В первую очередь, мы обращаемся к молодому зрителю, для которого Аунхо все-таки это что-то такое архаичное, ну, где-то и когда-то. Вот. Хотя вот я сама, скажем так, честно признаюсь, я теперь уж русскоязычная, я закончила русскую школу, вот, затем сразу уехала учиться в Питер, вернулась работать в Сахатеатр, и я начала читать на якутском языке, и я сейчас Аунхо читаю лично сама полностью, потому что каждую строчку с карандашом в руке, потому что мне это важно. И я очень рада, что я понимаю, и я могу сказать, что язык Аунхо, он настолько красочен, настолько уникален, и я понимаю, что современный якутский язык, он уже не такой. То есть вот то, что настоящее, мы можем читать и читать, и услышать, и увидеть только сейчас, вот в сегодняшний день, только в Аунхо.